Это программа «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. В Нижней Бестяхе заработал пункт ожидания для пассажиров речного и железнодорожного транспорта. Теперь пассажиры в комфортных условиях могут коротать время в ожидании. В скором времени обещают подключить к пункту и Wi-Fi. О том, как развивается железнодорожное сообщение в республике, какие перспективы открываются перед компанией «Железные дороги Якутии» с началом регулярного пассажирского движения, мы поговорим с Дмитрием Трофимовым, заместителем генерального директора акционерной компании «Железные дороги Якутии». Дмитрий Дмитриевич, добрый день. Во-первых, позвольте поздравить вас с присвоением звания «Почетный гражданин республики». Спасибо. Это высокое звание присуждено вам в День республики, что тоже очень примечательно. Вы один из тех людей, кто стоял у истоков становления железнодорожной отрасли в нашей республике. С момента вашего прихода в эту сферу сколько уже времени прошло? И что сегодня себя представляет железнодорожная отрасль Якутии? Ну, первая связь моя с железной дорогой была связана с тем, что я, работал первым секретарем Нюрнбергского городского комитета комсомола. Это 1975 год, ноябрь месяц. И вот хочу сказать о том, что, первые строители БАМа как раз вот приезжали комсомольскими отрядами. И их надо было там принять, общежитие обеспечить, объемами работ, проектно-сметной документации, механизации и так далее. Вот поэтому я себя считаю, что вот и самое главное, что я свидетель укладки первых метров рельса на якутской земле. Это на разъезде Якутский, на границе Амурской области и Якутии. И поэтому вот с тех пор, 2 ноября 1976 года, мы начали укладывать первые метры рельсоспальной решетки на территории Якутии. Ну и, естественно, мы, будучи, работая в Нерюнгри в течение 5 лет, я там, очень много принимал отрядов. Отряды были из Белоруссии, из Грузии, были отряды из Кемеровской области, из Горьковской области, ну и так далее, и так далее. Там география была всего Советского Союза. Угу. Вот все очень ждали ввода в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка там от Нижний Бестях. Какие перспективы открывает этот ввод перед компанией и оправдываются ли ожидания? Ну, во-первых, конечно, это такая давнишняя мечта всех народов, проживающих в Якутии, что транспортная доступность – это один из ограничителей развития республики было. Поэтому, конечно, вот приход открытия пассажирского движения на станции Нижний Бестях и открытие кода для станции Нижний Бестях для всех железнодорожных станций Российской Федерации. Поэтому связь сегодня расширилась, естественно. Мы в прошлом году, за 2018 год, перевезли 5,5 миллионов тонн груза. А в течение 9 месяцев этого года мы уже перевезли 5,3 миллиона тонн. Поэтому рост, на 33%. И представляете, что? А вот открытие пассажирского движения, естественно, оно дает нам новое направление работы компании. И вот вы говорите про зал ожидания в Нижнем Бестяхе. Угу. Я хочу сказать, что этот объект, он тоже, с такой хорошей поддержкой местных властей, Мегино-Кангаласского района и акционерной компании «Железные дороги Якутии», учитывая многолетние вот эти мытарства людей, которые ожидали, как переехать через Лену, как попасть на трамвай и так далее. Сегодня там открыт прекрасный зал ожидания. Он действительно, сделан так очень красиво. Народ с удовольствием туда приходит. И я думаю, что это тоже будет одно из достопримечательных мест в Нижнем Бестяхе. Но акционерная компания, конечно, руководствуется, самое главное, это облегчить все трудности пассажиров, которые пересаживаются, с другого вида транспорта на железную дорогу. Это первое. Вот 113 дней в году мы никак не попадаем, под нормальное движение через реку. Это становление льда, а потом таяние льда и так далее. 113 календарных дней в году мы не попадаем в ту или в другую сторону. Понимаете как? Поэтому есть определенные трудности. И сейчас
руководство республики ставит проблему строительства моста. Если бы был мост, мы бы совсем не имели бы никаких сложностей. Взяли бы в автовокзале пассажиров, довезли бы до железнодорожного вокзала и оттуда обратно по той схеме. Но сейчас вот стыковка видов транспорта, она налагает определенную ситуацию. Но не только пассажиры железной дороги будут пользоваться залом ожидания в Нижнем Бестяке, но и все жители заречной группы районов, которые стыкуются всеми видами транспорта в Нижнем Бестяке, то паром, то еще что-то и так далее, они, естественно, будут благодарить акционерную компанию, потому что там условия для ожидания очень хорошие. Ну и, конечно, акционерная компания понимает определенные сложности, берет на себя максимальную ответственность. И, значит, вот мы построили за свои деньги, как говорится, акционерной компании, вот такой зал ожидания для всех пассажиров, которые будут проходить через Нижний Бестях. Ну вот, когда только открылось пассажирское сообщение, появилась такая прекрасная вещь, как мультимодальный билет, который покупаешь и переправляешься и едешь. Но сейчас вот у нас распутится становление льда, когда непонятно, кто и каким образом попадает. Все это будет сейчас работать или... Нет, мы сейчас вот с 19 октября по 11 ноября мы прекращаем, значит, мультимодальные продажи билетов. И здесь уже, так сказать, это на ответственность пассажиров. Потому что мы не можем гарантировать, что, значит, будет там этот вид переезда, там, ну и так далее, и так далее. Но это уже природные условия, поэтому мы всей душой поддерживаем руководство республики, которое ставит вопрос о скорейшем строительстве, значит, моста через реку Лена. Но вот сейчас, когда лед встанет, мультимодальные билеты вновь вернутся. Да. А вот период распутицы, он как-то на расписании будет отражаться? Нет, расписание – это железный закон, значит, железной дороги. Нельзя, мы не можем никак, потому что эти все рейсы стыкуются с рейсами, которые уходят с Нерюнгеля-Пассажирской, Салдана, Томото и так далее, понимаете? Поэтому не может быть изменения расписания. Я вот знаю, что у вас достаточно большая компания, 1200 сотрудников работает. Хватает ли специалистов и насколько вот коллектив расширился до внедрения вот этой ветки Томот Нижний Бестях? Ну, во-первых, конечно, структура вот классического железнодорожного предприятия, у нее схема такая. Вот должно быть 40% людей с высшим образованием и 60% со средним специальным образованием. Вот примерно такая структура, значит, классического железнодорожного предприятия. Поэтому, когда мы начинали вот эту работу, строительство железной дороги, мы, естественно, понимали большую ответственность, что потом надо обеспечивать кадрами. И вот мы сегодня где-то 1200 работающих, и вот сегодня мы кадрового голода не ощущаем. Только благодаря тому, что руководители республики в свое время поддержали вопрос отправки наших выпускников школы и так далее целенаправленно в Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровск и Сибирский государственный университет путей сообщения город Новосибирск. И поэтому мы практически, значит, обеспечили себя профессиональными кадрами. Первые выпускники, которые, значит, в 1994 году поступили, в 1999 вернулись, начали работать, и сейчас они все работают, руководителями служб, ведущих служб и, значит, акционерной компании. Вот Николай Томилов, он, значит, первый выпускник Хабаровского, значит, Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Вот он как начал работать в службе пути, так и продолжает работать, руководить этой самой ответственной службой компании. То есть я так понимаю, что большинство сотрудников это все-таки местные кадры? Большинство сотрудников, сразу же местных всех не соберешь так, но вот когда ребята учились и проходили вот стажировку в других
областях, краях и так далее, они, естественно, значит, вот, ну, будем говорить, большинство, естественно, работает. Сегодня мы, значит, вот у нас обучается 80 человек в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, и 26 человек обучается в техникумах, значит, в Хабаровске, Тынде, ну и Бестяхский транспортный техникум, который, так сказать, значит, специально имеет 3 отделения, связанные с железной дорогой. Там тоже, значит, обучаются ребята. Ну, мы сейчас еще пошли и дальше. Даже вот первая Жемконская школа в этом году проявила инициативу. Проехали они, значит, в Хабаровск, ознакомились с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, с Хабаровским техникумом железнодорожного транспорта и, ну, изучили, значит, вот, ознакомились с учебной программой. И сейчас для ориентационной работы в этом коллективе, значит, ну, все вопросы практически сняты. Значит, желающие поступить на железнодорожный, значит, вид транспорта с удовольствием могут это сделать. Дмитрий Дмитриевич, ну вот разговаривая о железной дороге, невозможно не поднять тему строительства моста через Лену. Как вы думаете, насколько вероятна перспектива того, что мост будет построен? Ну, это действительно вот вековая мечта народов, проживающих в республике. Сегодня круглогодичная транспортная доступность в республике, ею охвачено 22% населения республики. Это вот город Нерюнгри, город Алдан, сейчас уже вот там, значит, сторона Нижнего Бестяха. Ну вот только в связи с открытием пассажирского движения, когда полностью были сданы все, так сказать, объекты. А вот была Общественная палата России. Они приезжали, проверяли, значит, ну, идею целесообразности строительства моста. И вот когда мост через реку будет построен, круглогодичная транспортная доступность населения республики вырастет до 83%. Представляете себе, 22 и 83. И тогда уже, естественно, вот как Арсений Сергеевич говорит о том, что, значит, будут и восстанавливаться затраты северного завоза и остальное, и так далее, и так далее. Поэтому это вековая мечта. Я думаю, что обязательно мост будет построен. И, ну вот, был совмещенный проект моста, железнодорожный и автомобильный. Сейчас, значит, останавливается на автомобильном варианте. Ну, значит, в связи с сложными экономическими положением России и так далее. Ну, здесь понятно, что вот, но все равно это круглогодичная транспортная доступность. Это мы будем выходить уже и на север Иркутской области, и строительство дороги на Магадан. Вот, Спасибо большое, Дмитрий Дмитриевич. Позвольте еще раз вас поздравить с присвоением звания почетный гражданин республики. Вы смотрели актуальное интервью о развитии железнодорожного сообщения в республике и о перспективах работы компании «Железные дороги Якутии». Мы поговорили с Дмитрием Трофимовым, заместителем генерального директора акционерной компании «Железные дороги Якутии». Всего вам доброго.